Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Один за другим дворы жилых домов преображаются. На придомовых территориях проводятся капитальные ремонтные работы. Компьютеры, ноутбуки, принтеры и многофункциональные устройства. Дворец культуры и техники приобрел современное оборудование. Интинский отряд мэра благоустраивает общественные территории. Подростки наводят чистоту и порядок в разных частях округа. С 1 августа в Республике Коми начнут выдавать земельные участки по программе «Гектар» в арктической зоне. Получить бесплатно можно будет участок земли размером до 1 гектара на одного члена семьи и использовать его для строительства жилья, ведения сельского хозяйства или развития бизнеса. Приоритетное право на получение земельных участков в первые полгода старта программы у жителей Воркуты, Усинска, Инты и Усть-Цилимского района. По истечении этого периода такое право появится у всех граждан России. После 5 лет при надлежащем использовании земельный участок на территории Арктики можно будет оформить в собственность или долгосрочную аренду. Всего в Республике Коми для предоставления в безвозмездное пользование выбрано 50 территорий общей площадью более 4000 гектаров. 22 территории площадью 37 гектаров находятся в Инте. С дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте Комитета Республики Коми имущественных и земельных отношений. Инта активно готовится к осенне-зимнему периоду. Все социальные учреждения, жилищно-коммунальные и ресурсоснабжающие организации занимаются текущими и капитальными ремонтами. В этом сезоне предстоит выполнить огромный объем работ. Глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев провел очередной штаб по подготовке к зиме. На заседание были приглашены представители всех управляющих и ресурсоснабжающих компаний, а также руководители бюджетных учреждений образования, спорта, культуры. Интинская ТЭЦ, тепловая компания, Акваград, Энергосбыт проводят работы по графику. По словам заместителя директора ООО «Акваград» Сергея Мороз, в этом году специалисты планируют частично заменить изношенную запорную арматуру и старый металлический трубопровод на пластиковый с большим диаметром, что позволит уменьшить аварийность на обслуживаемых сетях. На объектах водоснабжения и водоотведения ведутся работы по ремонту кровли, косметический ремонт помещений, промытие резервуара чистой воды на насосной станции 2-го подъема электронной Южной, ПГТ Верхняя Инта. На котельных предприятий выполнены ведутся ремонтные работы котельного оборудования. Подрядным способом ведутся ремонтные работы по замене магистрального водовода от улицы Промышленной до 4-го микрорайона согласно инвестиционной программе. В 2021 году запланирована замена трубопровода протяженностью 1 км 50 метров. В настоящее время выполнены земляные работы, завезена первая очередь полиэтиленовой трубы, ведутся работы по сварке труб в плете, ориентировочно выполнено порядка 20%. В сроки укладываемся, то есть подрядные работы по договору у нас должны быть закончены до октября месяца. Тепловая компания, в ведомстве которой находится несколько котельных, в том числе в селах Интинского округа, проводит плановые работы. С 29 июля по 11 августа отключат горячую воду в микрорайоне Восточный. Ремонты ведутся на всех подведомственных объектах. В поселках Юстедор, Верхняя Инта, в селе Петрунь смонтирован новый котел. Получили мы сегодня контейнер с материалом. Пришла у нас трубная продукция необходимых диаметров для проведения работ по Юстедору 18, замена по подаче обратки как по отоплению, так и по ГВС. И также будем проводить работы по замене сети ГВС от котельной номер 1 до Матросова 2А, там 50 метров в двухтрубном исполнении. Да, придется останавливать, но это будет такой кратковременный останов, то есть, скажем так, какого-то дискомфорта потребители не должны будут испытывать. Значит, продолжаются работы по промывке, то есть контролеры тепловой компании присутствуют на промывках потребителей. Из 177 потребителей, значит, на сегодня 25 промылись. Это в основном управляющие компании, микрорайон Восточный, именно Лермонтова улица, и Юстедор.
Начинают поступать заявки от юридических лиц. Далеко не все потребители своевременно и в полном объеме оплачивают услуги, предоставленные ресурсоснабжающими организациями. На данный момент долг населения перед тепловой компанией составляет более 80 миллионов рублей. Специалисты вынуждены вести претензионно-исковую работу. Интинская ТЭЦ занимается перекладкой сетей на 4 участках. Часть работ близится к завершению. Как только ремонт будет выполнен, предприятие приступит к асфальтированию и благоустройству территорий, которые были разрушены. По основному оборудованию, у нас на данный момент 3 единицы основного оборудования находятся в ремонте. Согласно графику утвержденного годового, работы проводятся. По факту у нас почти 80 человек работают подрядчика, это по самой Интинской ТЭЦ. Уголь на новый сезон у нас завозится, с 17 июля начали завоз. С учетом зимних всех этих приключений. Сейчас по-другому немножко там пересмотрели технологическую карту, как пока наш ЗБИ. Да, более там СКС, более поздняя закладка будет, это сентябрь-октябрь. Так, по тепловым сетям. После гидравлики 32 дефекта было, на данный момент устранено 13, 19 дефектов еще остается открытыми. В планах до 20 числа, 20 августа закончить устранение данных дефектов и выйти на повторную гидравлику. Масштабные капитальные и текущие ремонты проводятся в социальных учреждениях. По словам руководителей отделов спорта, культуры, городского управления народного образования, к началу учебного года все объекты будут готовы. Приемка школ и детских садов стартует уже на этой неделе. В многоквартирных жилых домах выполняется капитальный ремонт по программе регионального оператора. Приводятся в порядок протекающие кровли. На некоторых объектах работы близятся к завершению. Глава округа, руководитель администрации Владимир Киселев поручил специалистам УЖКХ следить за качеством, сроками и тем, чтобы подрядчики убирали за собой строительный мусор с придомовых территорий. Управляющим компаниям градоначальник посоветовал не затягивать с подготовкой жилфонда к осенне-зимнему периоду. Все работы должны быть выполнены качественно, техпаспорта оформлять в соответствии с требованиями. Начался капитальный ремонт еще одного двора. У интинцев, проживающих по адресу Мира 26, настоящая радость. Активисты вместе со своей управляющей компанией решили принять участие в программе формирования комфортной городской среды. И их придомовая территория была включена в план для первоочередного благоустройства. В минувшие выходные начались работы по благоустройству двора дома номер 26 по улице Мира. 5 из 8 дворов, запланированных заасфальтировать этим летом в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской среды, уже обновлены. Это 6-й объект, к которому приступила подрядная организация. Основная часть асфальтобетона, то есть это больше половины уже выполнена. Вот Мира 26. Приступили к объему работ. Ребята занимаются сейчас укладкой бордюрного камня, то есть идет подготовка, делают на стяжку, укладывают его, выравнивают. Сделаны какие дворы у нас? Промышленный 18-20 полностью двор сделан. Сделан Мира 45-49, двор полностью сделан. Мира 35, недавно закончили. Я думаю, что мы успеем к концу сезона завершить объем работы. По словам директора управляющей компании ООО «Инта Приполярье», обслуживающей данный дом, дорожное полотно этого двора давно нуждалось в капитальном ремонте. С 2018 года, наверное, дом в управлении. Значит, безусловно, сразу пришли, особенно тот в районе 4-го подъезда, конечно, там грязи было просто неимоверно. Значит, мы сюда уже завозили и шлаком засыпали, наверное, машины 2. Но чтобы шлак не выплескивался, соответственно, потом засыпали сверху ПГСом. Здесь позапрошлом году, так здесь вообще, я говорю, экскаватор кое-как работал, потому что настолько было много жижа, грязь, завезено было шлака в свое время, который, в общем-то, мы категорически против завоза шлака. Поэтому, если мы привозили породу, только для того, чтобы ее расклинить щебень, чтобы он меньше, скажем, вымывался и раскатывался. Поэтому, безусловно, проводились определенные работы по этому двору, но они, силами управляющей компании, это было, скажем, привести его в соответствие невозможно. Благодаря слаженным действиям управляющей компании и, конечно, жителей этого дома, территорию удалось включить в список объектов для участия в программе формирования современной городской среды и пройти комиссионный отбор.
В 2018 году было проведено собрание, значит, дома, значит, представлены дополнительные документы, в частности, значит, то есть учитывается активность жителей, то есть в доме есть совет дома, значит, учитывается платежная дисциплина жителей, то есть здесь сборы порядка, наверное, 92-94% собираемость. Значит, то есть вот по всем этим параметрам, по критериям, дом попал как раз в перечень домов, которые попали, вернее, в программу формирования городской среды именно по благоустройству дворовой территории. Поэтому, в общем-то, жители здесь довольно активные и заинтересованы в этом. И, конечно, в этом году, безусловно, это, ну, скажем, приятно. Мы со своей стороны здесь сделали площадку, в прошлом году поставили детскую. Ну, а сейчас еще и расширение двора немножко произошло, поэтому машин здесь, двор не проездной. И, я говорю, в общем-то, вот стояли которые бордюры посередине дома, они тоже еще ограничивали и проезд, и, в общем, создавали определенные проблемы. Сейчас это все убирается, будет единое полотно. Но единственное, конечно, потом в дальнейшем просьба к владельцам автомобилей, ну не ставьте вы машины под окнами. Территория большая, место есть где поставить, поэтому хотелось, чтобы все это было, ну, вот, скажем, есть площадка для автомобилей, так бы надо, чтобы площадки эти и стояли автомобили. Коллектив общественно-приемной главы Республики Коми, офис которой находится в этом доме, тоже рад благоустройству. Здесь еженедельно проводится масса мероприятий с участием специалистов различных служб города, таких как прямые линии и круглые столы. В осенне-весенний период огромные лужи, ямы и грязь не позволяют добраться сюда даже на машине, не говоря уже о том, чтобы дойти пешком. Сегодня, придя утром на работу, мы были приятно удивлены тем, что начался ремонт. Так же, как и жители этого дома, конечно, этому очень рады. Ждали этого все очень давно, за что, конечно, большая благодарность жителям, за то, что они проголосовали, провели собрание и приняли решение о том, что их двор надо благоустраивать. Мы тоже в этом заинтересованы, как общественная приемная главы Республики Коми по городу Инте, потому что у нас приезжают на машинах участники прямых линий, граждане приезжают, когда обращаются к нам. И, конечно же, мы не раз слышали высказывания о том, что к вам невозможно во двор заехать. Кто-то даже не приезжает на машине, зная, что ужасный двор, говорит, мы лучше придем пешком. Подрядная организация трудится ускоренными темпами. В выходные дни, несмотря на дождливую погоду, работники приступили к подготовке двора. Частично был снят старый асфальт. Завезены несколько машин песчано-гравийной смеси для дальнейшей подсыпки и выравнивания дорожного полотна. На сегодняшний день ведутся работы по установке бордюрного камня. Специалисты кропотливо выравнивают по уровню бордюры и укрепляют их бетоном. Вот трудно сказать, сколько времени уйдет. Все зависит от погодных условий. То есть дождь будет, делать не будем. Думаю, что при благоприятной погоде, в течение 7-10 дней мы этот двор сделаем. Если не подведет погода, то в начале августа подрядчик сможет завершить работы на этом объекте и перейти к ремонту следующего двора. В Инте продолжается массовая вакцинация населения от коронавируса. На данный момент привилось более 6 тысяч жителей Приполярья. Для формирования так называемой иммунной прослойки этого пока недостаточно. Ежедневно в округе фиксируются новые случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным Роспотребнадзора, за последние 5 дней с 23 по 27 июля в Интинском округе выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. 26 июля подтвержден еще один летальный исход. На стационарном лечении в инфекционном отделении Интинской ЦГБ сейчас находится 30 пациентов. Амбулаторно, оставаясь в условиях карантина, с подтвержденным диагнозом COVID-19 проходят около 80 человек. Под медицинское наблюдение взяты 36 жителей округа. Всего с начала пандемии в Инте зарегистрировано 829 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Официально подтверждено 36 случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом. Новый творческий сезон порадует работников интинских домов культуры обновленной оргтехникой. Благодаря республиканской субсидии удалось закупить более 20 единиц современного оборудования. Компьютеры, ноутбуки, принтеры и многофункциональные устройства уже доставлены в город и переданы во Дворец культуры и техники. Новые времена требуют современных идей и технологических решений. В период затяжной пандемии коронавируса работа в социальных сетях для культурных работников вышла на передний план. И тут без хорошей оргтехники просто никуда. В некоторых интинских домах культуры имелся один компьютер на все учреждение, а кое-где его вообще не было.
Мы уже конкурсную заявку составляли по необходимости. То есть смотрели там, где вообще нет оргтехники никакой, особенно вот в Доме культуры «Октябрь», в клубе «Железнодорожник», там обходились чуть ли не одним компьютером на все учреждение. И, конечно же, во Дворце культуры и техники будем менять в бухгалтерии, в отделе кадров. И основная аппаратура пойдет на творческие отделы. Это отдел информационно-рекламный, это методический отдел, это молодежный отдел, и по всем отделам мы пересмотрим. Естественно, та аппаратура, которая еще работает, перейдет тоже для работы, но другим специалистам. В общем, надеемся, что с приобретением новой оргтехники мы сможем обеспечить рабочие места всех сотрудников. Обновление материально-технической базы 3 домов культуры стало возможным благодаря поддержке региона. За счет выделенных средств удалось приобрести 10 системных блоков с различными техническими характеристиками, 7 мониторов, 2 станции МФУ, принтер и 3 ноутбука. Это субсидия по соглашению с Республикой Коми, с правительством, с Министерством культуры. Более 750 тысяч выделено на приобретение оргтехники. Мы закупили новую оргтехнику по всем учреждениям, где в этом нуждались, потому что старые компьютеры уже не справляются с новыми задачами. Очень сложно монтировать программы, очень сложно работать вообще в программах. Поэтому мы рады, что сейчас смогли закупить мониторы, принтеры, МФО-установки. Я думаю, что сейчас задачи наши во многом будут более легко решаться, потому что есть над чем работать. На чем работать. До этого у сотрудников Дворца культуры и техники был только один современный компьютер, который позволял монтировать видео и заниматься дизайном. Теперь воплощать идеи культработников в жизнь станет значительно проще. Также благодаря поддержке республики Дворец культуры получил 10,5 миллионов рублей на ремонт крыши. Кровля Дворца культуры сложная, состоящая из 3 частей. На выделенные средства планировалось отремонтировать только 2 участка. Один над центральным входом здания, второй над зрительным залом. В итоге из-за экономии средств при проведении аукциона будет приведена в порядок вся крыша. К счастью, в этом году сбылась наша мечта, и мы начали ремонт кровли рулонной и кровли шиферной. Это 2 кровли, которые находятся над зрительным залом и примыкающими кабинетами. Эта часть ремонта уже приближается к концу. Надеемся, что на этой неделе, если погода позволит, ремонт закончится. Затем подрядчик приступает к ремонту рулонной кровли, которая находится над 3-м этажом здания. И аукцион, который мы отыграли еще в начале лета, позволил нам на сэкономленные средства сделать смету и объявить новый аукцион уже на ремонт кровли над сценой. Это очень проблематичная высокая крыша, и вот у нас пока не было возможностей, но аукцион позволил на сэкономленные средства доделать и эту кровлю. Поэтому Дворец культуры и техники сейчас будет защищен от осадков по всей кровле. Мы этому очень рады. Конечно, это ставит нам новые задачи. Теперь нужно ремонтировать изнутри все, что протекло за эти годы. Но я думаю, все это решаемо. Аукцион на капитальный ремонт кровли выиграла подрядная организация «Политком» из Сыктывкара. Для выполнения работ она наняла бригаду специалистов из Кирова. Ребята работают хорошо, быстро, они не считаются со временем, используют любую погоду сухую, и поэтому работа довольно быстро движется, и уже теперь наша кровля по центру видна, прямо она красивая, красная, защищенная от непогоды. Прежде чем рабочие приступили к ремонту, на объект были завезены строительные материалы. Доска, 200 листов профнастила, 140 прямых листов, 500 литров пропитки, ограждения и много другое. Ежегодно в летнее время в Республике Коми становится больше сообщений о несчастных случаях на воде. Взрослые и дети пренебрегают правилами поведения у реки и купаются в запрещенных местах. В Инте постоянно проводятся профилактические рейды по местам массового отдыха горожан. В жаркие дни представители депутатского корпуса, администрации, спасатели инспектировали несанкционированные пляжи и напоминали людям о правилах безопасности.
Несмотря на многочисленные предупреждения, в солнечные дни, которые бывают на севере крайне редко, люди устремляются на природу. Взрослым и детям нравится отдыхать на берегу реки. Интинцы загорают, купаются, разводят костры, забывая о правилах безопасности. Во избежание несчастных случаев у водоемов и в лесу специалисты проводят с населением разъяснительные беседы. Вместе с инспекторами в рейды выходят депутаты округа. Что такие рейды надо проходить, и наш депутатский корпус все-таки поддерживает то, что жизнеобеспечение, здоровье, как говорится, охрана себя от того, чтобы не произошло, когда на воде находишься ты. Поэтому эти рейды надо проводить. И видно то, что у нас все-таки в Российской Федерации, не только в городе и в республике, очень много случаев того, что тонут на воде. То есть это очень большая проблема всей России, что у нас все-таки люди не берегут себя и свое здоровье и выходят к воде, не зная берега, не зная дна реки. Поэтому у нас происходят вот эти случаи. Для того, чтобы это не проходило, чтобы в иной раз людям напомнить, что не надо этого делать, мы вот эти рейды делаем. В хорошую погоду на несанкционированных пляжах возле Интинской ТЭЦ и за домом номер 1 по улице Северная всегда много отдыхающих. Горожан предупреждают, что заходить в воду нельзя, так как пляж не обустроен для массового отдыха. В связи с введенным на территории Республики Коми особым противопожарным режимом также запрещено разжигать костры. Жителям Приполярья раздают памятки. Особое внимание уделяется детям, которые отдыхают на природе без взрослых. Дети есть, которые самовольно находятся на берегу реки, самовольно начинают сжечь костры. Я хочу сказать родителям, пожалуйста, уважаемые родители, следите внимательно за детьми, рассказывайте им, для чего это нужно, почему это может быть опасно для них, когда они выходят одни на берег, когда они одни начинают сжечь костры и вообще баловаться спичками. Ведите беседы с детьми, чтобы они этого не делали. В одном из видеообращений глава Республики Коми Владимир Уйба рассказал, что в этом году за лето погибли на воде 9 детей. 8 из них были без сопровождения взрослых. Более 10 лет назад в Инте появился отряд мэра. За это время он стал популярным среди подростков, решивших скоротать летние деньки с пользой и заработать на карманные расходы. Желающих вступить в отряд мэра всегда много. Ребята готовы трудиться, не покладая рук. Некоторые работают по несколько месяцев. Детьми движет не просто желание заработать деньги, но и помочь городу, принести пользу своей малой родине. Сейчас в отряде мэра трудится 70 ребят. Это вторая июльская смена. Они приступили к работе с 19 июля и будут работать до конца месяца. Подростки трудятся каждый будний день. Их деятельность ограничена несколькими часами. Распорядок у меня простой, то есть у нас сбор у ЦВР, то есть в 9:50 ребят приходят к ЦВРу, получаем разнарядку, то есть конкретное место, куда выдвигаемся на работу, и все. Берем либо инвентарь, либо сразу же приходим на место, и там уже работаем. Ребята работают по выполнению территории, то есть по факту у нас по трудовому договору у ребят определено, что это 2 часа рабочего времени. Вот. Но если выполняем работу быстрее, то освобождаемся быстрее. Что движет ребятами, которые записываются в отряд мэра? У каждого подростка свой мотив. Кому-то скучно сидеть дома, кто-то хочет завести новых друзей, другие планируют подкопить денег. Но каждый из несовершеннолетних четко знает, такой труд полезен для города, он важен и заметен. Занимаемся уборкой муниципальных территорий. Вот сейчас, например, мы собираем скошенную траву. Здесь я уже работаю 3-й год, деньги я просто коплю. На что копишь? Есть какая-то мечта? Нет, мечты прямо особо конкретно нет, просто на ноутбук. Здесь все очень круто, мы ходим большим отрядом, убираем город. Здесь, скорее всего, не важен заработок, здесь важен сам процесс работы. Здесь очень много знакомств можно найти, можно даже заработать себе на карман. И это интересно, увлекательно, забавно. Можно провести с пользой время. В этом году в отряде мэра много новых лиц. Некоторые ребята приходят сюда из года в год, но к ним присоединяются и те, для которых такой опыт заработка в новинку. У нас новых очень много ребят. В основном ребяткам 14 лет исполняется, уже трудовое законодательство позволяет, и поэтому новеньких приходит очень много, работают. Ну и старенькие, естественно. То есть ребята есть, которые уже 17 лет, с 14 до 17, и постоянно у одного и того же педагога, и все, ничего не меняется. То есть каждый месяц стараются. Очень давно, еще с 14 лет, как мне исполнилось, я узнала, что есть такой заработок.
Заработок небольшой, но все равно. И решила попробовать. Я знакомых узнала то, что есть отряд мэра, и чтобы дома не бездельничать, просто пойти поработать. Ребята стараются устроиться работать на несколько смен подряд. Так и денег можно заработать побольше и принести пользу городу. Пообщаться, познакомиться я уже успел, потому что я работаю весь июль, в принципе, и это не зазорная работа, потому что мне, в принципе, пока что 18 лет нет, и это один из немногих вариантов подзаработать денег. В этом году отряд мэра уже отработал в мае, июне и июле. Сейчас идет набор детей на вторую смену августа. В общей сложности за весь сезон будет трудоустроено 410 детей. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на 5 канале, будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.